Уважаемые депутаты, уважаемые представители общественных и политических организаций, спасибо за предоставленную возможность. Я понимаю, что все уже устали, и буду стараться максимально коротко изложить основные тезисы, тезисно своих впечатлений по сегодняшней встрече. Ну, не могу не задать вопрос, Давид Витальевич, наверное, к вам, как главному организатору сегодняшней встречи. Каков был все же принцип отбора политических партий и организаций, которые должны сегодня присутствовать? Просто мне тоже масса представителей иных политических партий уже задают вопросы, почему не позвали нас. Да, у нас есть союз политических партий и объединений. Вот Леонид Иванович один из представителей, но он, как говорится, сейчас в статусе депутата здесь находится, а не в статусе руководителя партии. Да? И масса других организаций, которые также, я уверен, с удовольствием обсудили бы этот вопрос. Ну, как Ваш Государевич сказал, наверное, будет второй этап, да, учитывая ограниченность помещения, будет второй этап, где эти люди тоже смогут высказаться. Далее. Исходя из того, что я услышал, в основном мнение о том, что данный законопроект, я даже не хочу повторять те громкие слова, Тимур Лёсикович, да, я говорю громко. Не в плане громкости, а в плане смысла тех слов и содержания, схожий ладыль, если честно. Не дай Бог, чтобы нам пришлось обсуждать или мы сталкивались с такими вопросами, которые ведут к угрозе существования нашего государства, независимости и так далее. Это страшная вещь, и я бы хотел бы, чтобы этого не было, да, в обсуждении вопросов такого, так скажем, государственного характера, но не относящихся вот к таким угрозам. Здесь очень многое было сказано аргументов против законопроекта, против конкретных норм, которые прописаны. Кто-то считает, что законопроект нужен, но нужно внести изменения. Кам Валерьевич, Сой Иванович, ваша позиция тоже понятна. Кто-то категорически против рассмотрения, как уважаемый наш Леонор. Но я сейчас понимаю, что не формат и не время вступать в дискуссию и как бы аргументированно отвечать на те минусы, которые были озвучены. Я хочу другой вопрос задать всем нам, уважаемые дамы и господа, учитывая, что мы не каждый раз так встречаемся. Как нам быть с теми вызовами, с которыми сталкивается наше государство, наш народ? Какие именно? Все, начиная от социально-экономических, внешних вызовов, связанных с вопросами обороны, и можно тут продолжать и продолжать. Я прошу прощения, я мысль доведу до конца, если вы позволите. Если вы позволите, я договорю. Масса проблем, о которых мы сказали сегодня и не сказали, их очень много. Это и проблемы языка, развития языка, это и демографические проблемы в плане смертности и рождаемости нашего населения, и ряд других глобальных и абсолютно важнейших для нашего государства вызовов и проблем. Мы все про них знаем, но мы сегодня про них почему-то не говорим. Видение президента, видение исполнительной власти, развитие экономического вектора заключается именно в развитии отрасли туризма. Я очень прошу
Если вы хотите, чтобы вы остановили комитет, а вы все испортите. У нас, я планирую еще комитет, не портите мне, пожалуйста, работу. Да, сегодня всех выслушать. Вас сегодня всех выслушать. Поэтому давайте их тоже выслушаем. Давайте нас выслушаем. Если вы позволите. Если кто-то считает, принимает. А мы входим сейчас в дискуссию и спор. Если кто-то считает, говорили все присутствующие, все нравилось. Если кто-то хочет считать, что он может уйти. Если это не интересно, своими мыслями поделюсь дальше. Если возможно. Закончить мысль человека. Далее, с вашего позволения, хочу сказать, что те угрозы, о которых мы сегодня говорим, безусловно, и в первую очередь о них думает и за них, как говорится, беспокоится президент нашей страны, как и вся его команда. Я в этом даже не сомневаюсь. Но видение экономического развития именно такое. Если есть иные альтернативные варианты, мы готовы их рассматривать, мы готовы их обсуждать. Сегодня конструктивного обсуждения законопроекта в части не получилось и априори получиться не могло, потому что формат другой. Да? Сегодня мы слышим, что его даже рассматривать не стоит. Хорошо, скажите нам, пожалуйста, что делать с уже имеющимися фактами правоотношений, которые мы наблюдаем с 18-19 года. Мы видим, что происходит, практически идет строительство недвижимости. Закона нет, но они уже строятся. Уже сегодня идет застройка. Уже сегодня идет позиционирование недвижимости как продажа. Вопрос не узаконивать. Вы как юрист понимаете, что в рамках гражданского законодательства все это происходит в рамках действующего законодательства. Никто закон не нарушает. Но при этом государство остается в стороне, никаких поступлений дополнительных и интересов государства в данном случае при осуществлении. Знаете, когда мы говорим свое мнение, мы предлагаем что-то одно, а нам говорят то, что не существует, это другое. Вы говорите, кто-то считает, что не соответствует. Мы не вступаем в диалог, здесь формат другой. Последнее, что я хочу сказать. Дорогие друзья, я как сейчас говорю, как просто гражданин Республики Абхазия. Я хочу выразить поддержку нашему парламенту. Я уверен, что парламент нашей страны примет единственно верное решение. Единственно верное. Вот какое вы решение примете, которое будет верным. Как говорится, не поддаваясь на давление ни с одной, ни с другой стороны. в общем, наши земли, государство будет на что я хотел сказать. По поводу здесь упоминать. Можно, нам нельзя, да, получается? Я согласен. По поводу заявлений президента в Общественной палате. К сожалению, имел место факт средствами массовой информации искажения слов, которые сказал президент. Стоп! Два слова! Там не было такого.
зависит от того. Правильно? Я консультирую, что сказал президент. Я не позволил этого. Никакого терминатора там не было. Уважаемые коллеги, пусть говорит, наведи порядок на нами. А ну, все, кто не может слушать, я прошу выйти. Потому что это уже просто ни в какие ворота не лезет. Вы что, нельзя там паспорта имеют? Остановитесь, слушайте, вы не имеете кого-то патриоты. Мы все вместе будем соответствующее решение принимать. Давай, я скажу. Ты меня понял? Тимур Антон, прав. В конце концов, Мы все знаем, слушай, не так вопрос. Я прошу прощения, водитель. Что ты попугаешься? Тимур Лёсикович. Дай, задали вопрос. Если кто-то не может слушать. Можно вопрос задать? Скажу вас, Неужели вам не интересно настоящую версию? Давай, договоримся. Я предлагаю закрыть заседание. Мы депутаты выслушаем лично, тогда Дженсука и Глазовича. Большое всем спасибо. На что ты скажу, мы с ними согласен. Знаешь, что получается наша информация, что у нас получается, что у них...